Последние слова Стива Джобса, основателя компании Apple. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали меня, поразмыслили и сделали правильный вывод. Стив Джобс умер миллиардером в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы. Он более 8 лет боролся с болезнью и смог прожить дольше, чем прогнозировали некоторые врачи. И вот его некоторые последние слова. «Я достиг пика успеха в деловом мире. В глазах других моя жизнь не является сущностью успеха. Однако, кроме работы, у меня мало радости. В конце концов, богатство – это просто факт жизни, к которому я привык. В этот момент, когда я лежу в кровати больной и вспоминаю всю свою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которые у меня есть, бессмысленны и лишены высшего смысла перед лицом неминуемой смерти. Послушайте меня внимательно. Вы сможете нанять кого-то, чтобы водить машину для вас, зарабатывать деньги для вас, но вы не сможете никого нанять за все ваши деньги, чтобы он понес эту болезнь вместо вас. Можно найти и купить материальные вещи, но есть одна вещь, которую нельзя найти и купить. Когда она потеряна, нельзя купить жизнь. Побалуйте себя хорошо и уважайте других. Чем старше мы становимся, тем больше мы умнеем и постепенно понимаем, что часы, которые стоят $30, и часы, которые стоят $300, показывают одно и то же время. Будем ли мы носить с собой кошелек, который стоит $30, или кошелек, который стоит $300? Оба вмещают одинаковую сумму денег. Будем ли мы ездить на автомобиле стоимостью $150 тысяч или на машине стоимостью $30 тысяч, дорога и расстояние одинаковы, и мы достигаем того же места назначения. В доме, в котором ты живешь с площадью 300 квадратных метров или 3000 квадратных метров, ты одинаково одинок. Ваше истинное внутреннее счастье исходит не из-за мирских вещей этого мира. Если вы летите в первом классе или эконом-классе, и если самолет падает, то ты падаешь вместе с ним. Итак, надеюсь, вы понимаете, что когда у вас есть друзья или кто-то, с кем можно поговорить, это настоящее счастье. 5 неоспоримых фактов. Не воспитывайте своих детей, чтобы они были богатыми. Воспитывайте их, чтобы они были счастливы. Поэтому, когда они вырастают, они будут знать ценность вещей, а не их цену. И ешьте еду как лекарство. В противном случае вы должны есть свое лекарство в качестве пищи. Те, кто вас любит, никогда не покинет вас, даже если у него есть 100% причин отказаться от вас. Он или она всегда найдут одну причину быть стойким и не оставить вас. Существует большая разница между тем, чтобы быть человеком, и тем, чтобы быть человечным. Если вы просто хотите идти быстро, идите в одиночку. Но если вы хотите уйти далеко, идите вместе. 6 лучших врачей мира. Солнечный свет, отдых, спортивная зарядка, диета, уверенность в себе и друзья. Держите их на всех этапах жизни и наслаждайтесь здоровой жизнью. Стив Джобс. Да, возможно, кто-то из вас скажет, ведь он был неверный, и зачем нам его слушать? Не для этого я ознакомил вас с этой историей. Лучше поразмышляйте над жизнью. Я думаю, что эта история будет хорошей мотивацией, и вы переосмыслите свои приоритеты. Задумайтесь. Мир вам и милость Аллаха.